5 часов вечера. Наконец-то хоть чуть-чуть нагрелась, хоть пар перестал идти. Подогрел макароны. С прошлого раза у меня на полу было почти замерзло. И подогрел на растительном масле. Пока ждал, как чайник закипит. Семечки грыз. И слушаю радио. Первый канал. Больше ничего не ловит. И этот первый канал лучше бы... нечего слушать тут на первом канале. Одно и то же. Украина, Крым, Украина, Крым. Разве у нас других проблем нету? Нет. Полдня. С утра до вечера. Полдня. Украина, Украина, Украина. Да мы знаем эту Украину. Что-то Евровидение опять стирают. Что случилось? Одно хорошо. Когда ты много сваришь, подогрел и дальше ешь. Аппетит в лесу все равно будет. Ты хоть что не свари, ты все равно съешь. И у меня друг, попадал к охотникам. Они как-то, мои друзья, строили избу. Очень далеко строили. Она где-то пешком 40 километров надо идти. Пешком 40 километров. Короче, они сходили, что-то там избу поставили. Я не знаю, сколько венцов. Вроде половина избы. И что успели сделать. Они туда-сюда сходили. И возвращались. Короче, уже еда закончилась у них вообще. Это не значит, что сходили, нифига они не сделали. Пол избы построили и обратно пошли. Это не легкий труд. Эту избу я в отпуск выходил. Я. На 10 дней сюда приехал. Сейчас я докончу этот рассказ, о чем я начинал. И заодно я расскажу. На 10 дней я приехал сюда. Тоже с родственником, но он уже умер тоже. Хороший мужик был. Дела у нас с ним шли вообще. Что я с ним не делал, все четко у нас получалось. На 10 дней мы приехали сюда, но мы на лодке приехали. Мы срубили этот сруб. На мох подняли. И крышу сделали. На все ушло у нас 10 дней. Вдвоем. Все это дело мы сделали. И, короче, они возвращались, как и говорил мои друзья. Чайник второй раз уже закипел. Ой, сейчас я удару. Первый раз у меня полчайника было. Многие просили,
поговорить за ужином. Вот так слушайте. Истории, в принципе, у меня много, куча, но бывает так, начну рассказывать и забываю все. Вот, друзья вот шли, усталые, но где они поставили избушку? Где-то километров 10-15, наверное, уже в сторону нашего села. Другие охотники, там у них 3 избы. Охотничьи, промысловики это были. У них этот отец промышлял, и потом 3 избы у них было, капканами охотились. Сейчас что-то уже, все тоже дела не пошли. Осенью так поохотятся и все. И они шли, короче, зашли к ним, братьям. И моих друзей, они накормили. А еда, говорит, у них была. Что я говорю? Вот, начинал с того, что хоть вчерашняя, позавчерашняя еда на природе очень вкусно. Вот. И братья предложили моим друзьям, знаете что? В те года, лет 15 назад, наверное, это дело было. Куча зайцев было, понимаете? Лес кишел этими зайцами. Все было. Дичь, зайцы. Это лет 5 так уже у нас голый лес. А до этого все было. А промысловики какие? Кушали перловку. Понимаете? Сейчас меня ругают, что кормлю собак перловкой. Перловка самое то. Из круп. Они сварили перловку с зайчатиной. Говорит, такой шматок зайцев там в перловке. На природе все вкусно. Не думайте, что в Ютубе показывают там, многие готовят очень-очень вкусно. Но у всех разные вкусы. Но самые настоящие охотники, всегда они кушают самую простую еду. В лесу каша, из дичи суп. Почему так мало вкусного? Потому что избы очень далеко. Туда возить вкуснятины тоже. А картошку-то, вот начинал я рассказывать про этих охотников, промысловиков. 3 избы у кого. Знаете, вот где-то с речки они на рюкзаке таскают свои вещи. Еду, знаете, сколько километров? И попробуйте, скажем, у тебя если 20 килограмм рюкзак, но без этого никак. Меньше 20 они не таскали. В одну сторону 20. Обратно шли дичь, вытаскивали с леса. Крепкие мужики они. Но если на технике поехать, то уже можно, конечно, вкуснятину таскать с собой.
Я сюда тоже приезжаю на лодке. И обычная еда. Все однотонно. Ну и картошку, конечно же, это. Вот я сюда сейчас шел пешком, и картошку уже я с собой не взял. Это потому что не из легких продуктов. Вот зачем говорить так много у нас на Первом канале про эту политику? Кто это слушает? Действительно, как бабы стирают, а толку от этого никакого нету. Ругаются. Ну да ладно. Сейчас еще, ребята, истории расскажу. Сейчас молодежь мало чему верит, что лешие, еще какие-то эти кикиморы, домовые. Лично я, всем в глаза могу сказать, что я в домовых верю. И надо, в принципе, думаю, верить. Я вот, ну, я так воспитан. Я большинство времени я был у деда с бабушкой. У них знаете, сколько историй про эти домовых, про леших, про еще какие-то страшные истории. Сейчас молодежь о этом страхе, но они так уже привыкли к страшилкам, что показывают в телевизоре, но привыкли. А у нас-то что? Тоже вот, Первый канал был, ну, 2 канала было. В фильме не было. Приезжали с города, там, видеокассеты в 90-е смотрели, вот эти ужасы, там, боевики. И вот дед мне рассказывал, что буквально в каждом доме есть домовой. И, как говорил, я это верю. Я в Бога, в принципе, вот, как все верят, там, ходят в церковь, я нет. У меня своя вера, и своей верой я живу. Пускай в фильмах вы услышите спасибо, там, Бог или еще, но есть такие слова, что у меня выходит, но я комзырян, вот спрашивали, комзырян. Я не знаю, вот, кому они, эти комзыряне, поклонялись, как помнится, рассказывали этим березе. Там история такая тоже была. Вот, ну, именно тайге поклонялись. И хочется поговорить на эту тему еще более, но не хочу. Все, больше затрагивать эту тему неохота. Потому что многие верят в это, и верующие, и нападут на меня. Нет, я затрагивать больше не буду. Я лучше расскажу, что хотел. Я говорил, что буду болтать сегодня. И буду болтать. А вы слушайте. Вот, скажем, дом, домовой, в каждом доме, как я говорил. Если домовой уйдет, может всякое случиться.
всякая беда. Домовой не любит шум. И самое главное, как мне дед говорил, знаете, вот топор с топорищем. И нечаянно вот так топор поставил, и нечаянно упал топор. Топорище так упал. И шум от топорища. Трум, ну вот в избушке, скажем. В избушке или в доме. Когда в доме что-то с топором делаешь. Дед мне говорил, самое, что не любит домовой, это звук топорища, когда падает. И всегда я стараюсь топор осторожно поставить, чтобы лишний раз не падал. Многие не верят в это, но я верю. Вторая история, что мне дед рассказывал. Раньше охотились охотники. И была семья. Дед охотился, всегда зайцем возвращался. После него сын охотился. Ну и прадеды, наверное, также охотились. Всегда зайцем. Вот капкан поставят, в следующий раз проверять пойдут. Круг такой сделают. Заяц сидит в капкане. Пришло время отцу передать сыну по поколению свои промысловые участки, свои знания. И отец сказал своему сыну такие слова. У тебя всегда в капкане будет заяц. Научил, как поставить капкан. Но ты, как поставишь капкан, никогда назад не поворачивайся. Никогда. Капкан поставил, иди вперед. Но из поколения в поколение, каждым веком все неверующие такие пошли люди, идут и дальше пойдут. Отец умер у него, у сына. Отец умер, остался он наследником этих промысловых мест. Начал капканом охотиться, поставит капкан, в следующий раз пройдет, сидит заяц. Второй раз поставит, сидит заяц. Всегда везло. Но этот парень-то из нестерпливых был. В следующий раз поставил капкан и повернулся, посмотрел на капкан. Он так повернулся, а там лешие плетками ведут зайца в капкан. Понимаете? Сотни тысяч человек в это не поверят. А мне дед рассказывал, я верил. Верил и слушал его. Все. После этого ни разу ему не попадалось ничего. Вот такие истории, ребята. В лесу может быть. Это раньше верили, в дерево верили, скажем, или еще. У каждого свой Бог. Надо верить в своего Бога. Ну, я не знаю. Про веру не хочу рассказывать. Хоть немножко в избе потеплело. Сейчас налью чаек. И еще один рассказ расскажу. До третьего греха нет. Раз начал, расскажу.
про жизнь, что было до нас. Вот и чаек. Знаете, сколько кружек уже выпил сегодня? О, термос мне не хватило воды. Сейчас уже сколько пью. Третья история. Это про тайгу тоже. Охотник, короче, охотится. И тоже участок свой промысловый. Ну, путики. И я показывал в своих видео ловушки. 3 вида ловушки. Рабочая ловушка, между прочим. В интернете куча всего показывает. Но я посмотрел со стороны, и я не знаю, если уж вообще... Ну, я не знаю, как ловится туда. Что ловится. Такая тупость там идет, полная. Ловушка вот на рябчиков я показывал. На такой шест и петля. Вот, короче, в Коми все так охотились и охотятся, и будут охотиться. Как бы какие запреты не будут, все равно охота не исчезнет. Если в Коми человека есть такое в крови охотничье промысловое, ну, занятие. Из поколения в поколение тоже передается. И, короче, охотник новую такую ловушку поставит, 2 дерева стоит, ловушку поставит, начнет там тоже круг, вот, ну, обычно круг такие делают, скажем, 5 километров, 10 километров круг, и сотни ловушек таких. А одна ловушка всегда падает, понимаете? Падает и все. Упадет, поставит, в следующий раз, на другой день проверяет, опять ловушка на земле упала. Ну что случилось? И пришло время, когда ждали его, ну, как мне дед говорил, такими золотыми блестящими зубами, тоже вот эти лешие. Так подумаешь, на ночь не надо такие вещи говорить. А хочется рассказать такие, ну, какие вот в детстве вот мы с дедом в одни в тайге, там, как начнет страшилка, говорит, хоть на улицу не выходи. И вот то же самое я сейчас вспоминаю, что мне рассказывал. Ну, очень много историй. У самого такая, ну, да, и не рассказал. Короче, ждали его, и почему, говорит, ну, они эти лешие или что там, я не знаю, кто-то эти были, почему, говорит, почему, говорит, нашу тропинку загоражаешь? Да, вот именно так рассказывал дед. И поставил, говорит, ловушку в другом месте. И вот из этого места поставил на другое место ловушку. И никаких проблем не было потом у него. Всегда ловушка на месте была и всегда с уловом. Всегда рябчик там висел. Такие дела. А сейчас не верят молодежь. Нет, какой там верить. Нет. Раньше мы всему верили.
Не могу напиться. Вот выпью стакан, и как будто ничего не пью. Прям в горле вода испаряется. Вот. Но не знаю, кому-то такие истории деды, прадеды рассказывали, нет. Это не вычитано, я не читал нигде. Это мне вот дед рассказывал и поделился своими рассказами. Может, сказка, может, быль. Но раньше все это было. Вот. И до сих пор непонятно, почему у нас крысы нету. Не знаю почему. Крысы не водятся. Мышей много. А между прочим, вот сейчас 3 дня, вот скажем, я ходил. И, ну, по снегу не видел, чтобы они бегали. Бывает, там попадаются на глаза, где-то тропинка пробежит, или же еще увидишь там из-под снега, чук, вынырнет там. А сейчас нет. Но и снег, конечно, метр. Да и глубже в некоторых местах. Вот. Вот так и живем. Закончили охоту. Будем ждать весны. 6 часов. Вчера не помню уже во сколько я лег. Но тоже заснул и спал 3 раза. Ну, так вот, с буржуйкой, но кто крепко спит, вот уснул и не проснется. Они будут буржуйку, там буржуйка, плохая печка, там много чего будут говорить. А лично я вот, ну, сплю, знаете, как, ну, как и назвать-то вообще. Ну, вот сплю, и я чувствую, вот вчера тоже вот чувствую, начала чуть-чуть быть прохлада такая пошла. И я просыпаюсь. О, пора подкинуть дрова. Я подкинул там несколько полен и опять лег. Потом опять тепло стало. И где-то час, 2 опять спишь, так и дремлешь. Но утром так проснулся вроде выспавшийся. Ой, хорошо. Сейчас я доем макароны и еще буду продолжать чай пить. Я еще полчайника я сегодня выпью. Мне столько воды вышло сегодня. Очень много. Хочется еще поговорить, но думаю, уже не стоит. Вот. А вот всем подписчикам, вот кто смотрит меня регулярно и кто первый раз, но вот вдруг понравилось, вот что я снимаю, как умею, я так и снимаю. Мало что у кого я прошу, но если не трудно, делитесь моими видео. Я в описаниях обычно или в комментариях там оставляю там надпись, что поделились там туда-сюда. Но вот я прямо хочу тоже попросить, чтобы вы посмотрели видео и поделитесь. Ну, сделайте доброе дело, чтобы как-то более лучше развивать канал, чтобы больше подписчиков стало. И знаете, вот бывает у меня такое тоже упадшее настроение или как там, что не хочется уже все, хочется бросить это дело и не хочется что-либо снимать. Есть моменты, и это
каждый раз, каждый месяц такое бывает. А вот вы, если посмотрели фильм, поделились в соцсетях, вот поделились, а и в соцсетях как-то, чтобы больше людей меня увидел, мой канал, там больше людей стало смотреть. Но я увижу там рост канала и понимаю, что не зря я вот ставлю столько силы, чтобы заснять. Действительно много сил уходит. Вроде со стороны, вот когда вы смотрите телевизор и со стороны подумаете, что там снимать? Делов-то. А вот попробуйте и сами поймете. Если настоящую съемку делать. Я ведь не профессионал, я просто вот как умею, так и снимаю. Но вот когда ты по пояс, по снегу, там некоторые показывают, там туда-сюда ходят, там надо ведь сперва камеру отнести, поставить, потом сам прошелся. Но это, знаете, ну, я подумаю, и, ну, что там интересного? Вот люди, ну, стараются тоже, делают, но лично мне как-то... Я просто так поговорил, заснял, что есть, как есть. Если что, показал, что возможно. А лишний раз там ходить, себя снимать, я не стараюсь. Зачем? Так что, если не сложно, делитесь в соцсетях, пусть больше подписчиков будет. И будет канал работать. Будем дальше снимать. Понимаю, мало что я добываю в своих лесах тут. Но в другие места как-то неохота тоже куда-то за 100-200 километров ехать. И я не такой, я люблю свою территорию еще. Вот был я на избушке, вот в ту избушку хожу пару лет назад. Еще в верхнюю избушку ходили, где я раньше охотился. Но в основном я снимаю вот здесь. Вот так. Ну что, наверное, я буду заканчивать. Ну, на улице уже темно. Буду я дальше греть избушку. Но уже нагрелась хоть более-менее сейчас. И отдыхать буду. Я еще, наверное, ужин сварю. Это я макарон доем и гречку, наверное, я сегодня еще сварю. Гречку, но это уже снимать не буду. Хватит, в принципе, сегодня поснимал. Жалко, конечно, на природе. Да, там тоже нечего было снимать. Вот глухаря видел. Рябчики, знаете, вот прошелся вот сегодня, и рябчики штук 5, наверное, видел. Но не видел, а слышал, лунки есть. Ну, значит, чуть-чуть хоть что-то есть, но крупной дичи вообще нету. Хотя осенью там оставались еще. Вообще нету, вообще. Каждым годом все меньше и меньше. Это не от охотников дело. Я не знаю, почему ушла птица. Именно ушла. Вот так. Вот прошлую осень я показывал в 3 местах видели вот эти рябчики, трупы рябчиков. От чего-то они умирают. Кто-то писал, ястребы там бьют их. Не знаю. Может быть. Но в этом году не знаю, что-то будет, нет. Вряд ли. Осенью. Так что посмотрим. Что будет, то и буду показывать.
какая охота будет. Охота такая штука. Ты пойдешь и не думаешь, что там на каждой елке там кто-то сидит или под елкой бежит. Надо столько усилия, труда. Ловушка это уже все. Раньше тоже очень много старался. Больше территории, избы. Там построю, здесь построю. 3 избы, 4 хотелось. Ну, толк я и никакого сейчас не вижу. Вот куницы да, куницы еще следы несколько штук видел. Капканы я снимаю. Завтра еще на другом берегу осталось. Все, капканы уже, сезон тоже закрыт. А что-то поймал или нет, это пускай будет маленьким секретом. У меня в Одноклассниках личное сообщение, я получаю, что-то ловится, не ловится в капканы. Пускай будет это тайна Олега. Вот. Все, я чуть-чуть теплее, знаете, я опьянел даже, как будто 2-3 рюмки. Я сейчас пойду домой, куплю бутылку и обязательно выпью. Что-то мне захотелось выпить. Именно водки. Хочется пива. Знаете, пиво. Но для организма это вред тоже. И думаю, я лучше выпью водки. Нашей водки, сыктывкарской, лучше нет. Некоторые удорскую пьют. И может подешевле из-за этого. Я один раз как-то пробовал, но не очень понравилось. Все, ребята. На сегодня все. До завтра. Завтра пойдем домой. Не знаю вот только где я пойду. По другому берегу мне придется капканы снимать. Потом вот с прошлого похода там тропинка до той тропинки, потом перейти речку и эту тропинку поймать. Не знаю. Но мне сегодня хватило все, чтобы... Все, я буду отдыхать сегодня.